Таджикистан в состоянии прокормить 50 миллионов человек. Жители Центральной Азии на чужой войне. Кыргызстан. Алмазбек Атамбаев на свободе. Председатель Госкомитета по землеустройству и геодезии Ориф Ходжазода в ходе пресс-конференции 15 февраля заявил, что Таджикистан имеет потенциал для того, чтобы прокормить население в 50 миллионов человек. По словам чиновника, для этого всем хозяйствам, включая фермеров, кооперации и владельцев приусадебных участков, необходимо изменить отношение к земле. К примеру, вернуть в оборот неиспользуемые территории, внедрить современные технологии и капельное орошение. Ходжазода привел в пример домохозяйства района Рудаки и Истаравшана. Они в резервуарах собирают дождевую воду и в летний период используют их в своих огородах. В итоге у каждого двора есть всегда свои помидоры, огурцы, картофель, зелень и другие необходимые продукты, рассказал он. Такое заявление, в свою очередь, вызвало бурю негодования среди пользователей таджикского сегмента социальных сетей. Так, например, в социальной сети Instagram пользователи оставили следующие комментарии. В Булунгурский район Самаркандской области доставили гробы с телами двух местных жителей, погибших на войне в Украине, сообщает Азадлик. Со слов близких 26-летний Бабур Абдумуминов и 24-летний Шахриор Джалолов уехали в Россию на заработки. Оба по каким-то причинам попали в тюрьму и отбывали там срок. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. После того, как кремлевский режим объявил о частичной мобилизации в сентябре 2022 года, в СМИ и соцсетях начали появляться публикации о привлечении мигрантов из центральноазиатских стран в ряды российской армии, в том числе и принудительном, с целью отправки на передовую. Так, 15 октября на полигоне в Белгородской области двое солдат открыли огонь по другим военнослужащим, в результате которого погибли двое нападавших и еще не менее 11 человек. Одним из нападавших был 24-летний житель Таджикистана Эхсон Аминзода, который работал в московском ресторане и, как выяснилось позже, был отправлен на войну прямо с улицы в ходе облавы на призывников. Второй, также гражданин Таджикистана, Михроб Рахмонов, до призыва в армию отбывал срок в колонии в Брянской области. По данным правозащитных организаций, в рамках мобилизации в России мишенями вербовщиков становятся выходцы стран Центральной Азии. И потом оказываются завербованными. Валентина Чупик, директор правозащитной организации Тонг Джахони, говорит, что до трети из более чем 500 обращений, которые она получает от мигрантов каждый день, связаны с принудительной вербовкой. Есть случаи, когда в московском миграционном центре Сахарова от мигрантов требовали подписать документ на 40 страницах, включавший военный билет. В других случаях повестки выдавали выходцам из Центральной Азии, не имеющим ни российского гражданства, ни даже вида на жительство. В России теперь можно все что угодно, рассказывает Чупик, проекту «Настоящее время». Есть случаи, когда мигрантов задерживает на улице полиция или национальная гвардия, избивают, бьют током по половым органам и заставляют идти в армию. Конечно, они записываются. Только за последние 2 месяца в Таджикистан были доставлены более десятка тел погибших на войне в Украине. По мнению политолога Тимура Усманова, власти стран Центральной Азии не могут делать какие-то громкие заявления по этому поводу в адрес России, так как отношения с ней у каждой страны считаются дружественными и союзническими. Другой политолог Нуриддин Худайоров считает, что, возможно, правительства стран Центральной Азии и могли бы организовать массовое возвращение своих граждан, но это приведет к социальному напряжению в этих странах из-за отсутствия рабочих мест, что уже будет угрожать их собственному положению. Ты для чего сюда приехал, я еще раз сказал, воровать? Работать, пожалуйста. Работать приехал. Собирайся, он сейчас в военкомат, понял? Я просто здесь стою.
Ну, я вам так скажу. 14 февраля бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева освободили из колонии номер 27. Накануне судебная коллегия Верховного суда отменила приговор в отношении Атамбаева по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева из тюрьмы. Судья Первомайского райсуда Бишкека в тот же день вынес постановление о разрешении Атамбаеву выехать из Кыргызстана для лечения. Бывший президент уже вылетел в Испанию для лечения в сопровождении младшего сына Кадыра, сообщает «Кактус Медиа». Конечно, такое событие было воспринято в обществе неоднозначно и вызвало некоторые вопросы. Наблюдатели не сомневаются в том, что это решение является сугубо политическим, а некоторые не исключают и вмешательства со стороны. Политолог и эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов в ходе эфира программы «Живой гвоздь» прокомментировал освобождение бывшего президента Алмазбека Атамбаева. В Москве называют другом любого лидера стран СНГ, который относительно надежно контролирует ситуацию в этой стране. Да, как только он перестает ее контролировать, он перестает быть другом. У него были достаточно хорошие отношения, особенно с Москвой, с Путиным, потому что именно Атамбаев в начале своего президента выполнил обещание киргизских властей о выводе американской базы МОНАС в Бишкеке, то, чего отказывался или не выполнял обещание предыдущий президент Курбанбек Бакиев, за что поплатился своим президентством в 2010 году и так далее. Атамбаев был сообразительнее. Он сделал это быстро. Поэтому у него становились достаточно надежные отношения с Москвой. Вот. Но это киргизская политика. Там все друг другу обязаны. Все президенты обязаны, так сказать, различным клановым лидерам. Да, и здесь Атамбаев, наверное, для нынешнего президента Жапарова будет очень выгодным. Освобождение его будет достаточно выгодным с точки зрения внутреннеполитического расклада. Да. У Атамбаева очень много сторонников. Он по-прежнему харизматичен, а Жапаров тоже харизматичен, но у него сегодня есть проблемы, так сказать, связанные там с реальным положением вещей на границе с тем же Таджикистаном, либо внутренней, так сказать, политической расстановки. Так что это, в общем, такое, я бы сказал, политически персональное дело, и именно только в Киргизии оно возможно. Я не думаю, что это было желание, в первую очередь, Москвы. Не думаю. В Москве сейчас Атамбаев мало интересен. Ей гораздо более интересна стабильность Киргизии, которая может быть обеспечена тем, что Жапаров получает очки.